Это новости в прямом эфире. В студии работает Анастасия Кобузева. Здравствуйте. И вот главные темы. Якутия вошла в семерку лучших регионов страны по естественному приросту и рождаемости. О каких еще важных цифрах говорил глава региона Айсен Николаев, выступая перед депутатами Илтумен. В Нерюнгри продолжаются мероприятия по борьбе с COVID-19. В городе дезинфицируют общественные места и придомовые территории. Жители Хандаги ждут цветения яблонь, которые растут в самом центре поселка. Глава региона Айсен Николаев выступил с докладом об итогах деятельности органов государственной власти республики за 2019 год, в том числе по вопросам Госсобрания Илтумен. Озвучены основные направления стратегического развития республики. Мой коллега Сергей Михедов выделил самые заметные достижения. Сергей, я тебя приветствую и передаю тебе слово. Настя, здравствуй! Оценивая работу органов власти Якутии, глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что удалось последовательно и системно начать решать фундаментальные задачи развития республики, встраивая их в дальневосточную и федеральную повестку. Далее обо всем подробнее. И начнем с ключевых показателей социально-экономического роста. Наш регион устойчиво лидировал на Дальнем Востоке и не утратил первой позиции. А по естественному приросту рождаемости и сокращению миграционного оттока мы вошли в семерку лучших регионов России. Реальные доходы якутян выросли на 2%. А уровень бедности снизился на 1%. Это позволило улучшить благосостояние 6,5 тысяч жителей республики. Деятельность правительства в ушедшем году была сконцентрирована на решении системных проблем и реализации национальных проектов. Всего 46 региональных в составе 10 нацпроектов. Например, благодаря решениям президента России Владимира Путина в Якутии началось строительство крупнейших объектов здравоохранения, республиканского кардиологического и онкологического диспансеров. На возведение этих двух важных не только для республики, но и всего Дальнего Востока медицинских центров из федерального бюджета выделено 10 миллиардов рублей. Событием общенационального значения Айсен Николаев назвал запуск одного из крупнейших мировых газопроводов «Сила Сибири», благодаря которому начались поставки газа в Китай. Вообще, больших успехов республика достигла в транспортной сфере. Событие, которого Якутия ждала 30 лет, состоялось в прошлом году. Это открытие регулярного движения по Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. А символом возрождения судостроения в регионе стала закладка Жатайской судоверфи. Помимо этого, начали реконструкцию аэропортов Алекминска, Нерюнгри, Жиганска и Верхневилюйска. А всего до 2024 года за счет федерального бюджета будет реконструировано 16 северных аэропортов республики. Касаемо автомобильных дорог, здесь тоже есть прорывные успехи. Президент России Владимир Путин одобрил строительство Ленского моста. Этот проект попал в лист ожидания федеральной программы. Важнейший указ, подписанный президентом страны. Год назад, в мае 2019-го, 8 районов Якутии включили в арктическую зону Российской Федерации. Теперь господдержка и преференции распространяются на все 13 арктических районов республики. Завершая свою речь, Айсен Николаев напомнил, что 2019 в Якутии был объявлен годом консолидации и подчеркнул, что все происходящие события подтвердили единение народа. Такими стали самые заметные достижения Якутии в прошлом году. Ну а как завершится этот, покажет время. Настя, у меня все. Да, Сергей, спасибо. Говорил Айсен Николаев и о ситуации, которая складывается в Якутии в связи с распространением COVID-19. Он отметил, что
Перед регионом стоит задача не допустить критичного падения отраслей реального сектора малого и среднего бизнеса. Глава региона добавил, что снижение доходов бюджета республики и системообразующих предприятий будет значительным. Колоссальный удар за всю свою историю уже получила алмазодобывающая отрасль. Из-за падения цен на нефть снижаются доходы и нефтяных компаний. Рост валового регионального продукта республики в прогнозируемом до пандемии варианте под большим вопросом. Перед нами стоит задача не допустить критичного падения отраслей реального сектора, малого и среднего бизнеса. На федеральном и республиканском уровнях приняты беспрецедентные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики. Это авиационная отрасль, торговля непродовольственными товарами, общественное питание, туризм, сфера услуг. Для системообразующих организаций республики будут реструктуризированы бюджетные кредиты, предоставляются государственные гарантии и прямые субсидии. Федеральные меры поддержки малого и среднего бизнеса усилены льготами и отсрочками по региональным и местным налогам. Фонд развития малого предпринимательства будет докапитализирован, в том числе за счет средств федерального бюджета. Сегодня объявлен мораторий на оплату основного долга и процентов по займам его заемщикам. Между тем, в столице Южной Якутии продолжаются мероприятия по борьбе с COVID-19. В городе дезинфицируют общественные места и придомовые территории гиплохлоридом кальция. Работники обеспечены масками, перчатками и защитными костюмами. Это у нас более 50 остановочных павильонов, а также основные места скопления людей и в теплую погоду. Это скверы наши, у нас 3 сквера и парк культуры и отдыха. Поэтому задача, которая поставлена Роспотребнадзором, выполняется. Администрация города уделяет этому очень большое внимание. Осуществляется контроль за работой управляющих компаний, были выездные проверки. Многоразовые маски, медицинские перчатки и информационные листовки о необходимости соблюдать режим самоизоляции раздают жителям города Покровска. Профилактическую работу проводит оперативный штаб Хангаласского района по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Более подробно расскажет наш корреспондент Виолетта Засимова. Режим полной самоизоляции действует в городе Покровске с 12 мая. Жителям запрещается покидать свои дома за исключением походов в магазин, на работу, выгула питомцев, выноса мусора и обращения за медпомощью. Но, как назло, на улице стоит прекрасная погода, чувствуется дыхание лета. Многие покровчане нарушают установленный режим. Улусный оперативный штаб, понимая, что всех дома не удержишь, отправил на улицы города волонтеров целью раздать бесплатные маски, перчатки и информационные листовки. Всего было изготовлено 500 штук разъяснительных листовок, 15 тысяч трехслойных многоразовых масок изготовили наши индивидуальные предприниматели. Было приобретено 2000 перчаток. На ежедневной основе совместно с оперштабом города Покровска организованы профилактические разъяснительные мероприятия с подключением сотрудников администрации, волонтеров. Маски и листовки раздаются случайным прохожим и в торговых помещениях. Особое внимание уделяется несовершеннолетним жителям города. Каждый вечер можно наблюдать, как дети, подростки, сбившись в группы, ходят по улицам города, играют на площадках или сидят на крылечках подъездов. Конечно, растущий организм требует прогулок на свежем воздухе, общения со сверстниками, но от этого лучше воздержаться во время режима самоизоляции. Управление образования вызвалось помочь оперативному штабу района. Мы привлекли к профилактической работе сотрудников детских садов. Ежедневно до 1 июня наши сотрудники будут выходить на улицы города, раздавать маски, перчатки, листовки. Кроме того, к профилактической работе привлечены педагоги и родительская общественность. В случае, если на улицах города будет замечена группа несовершеннолетних, то нашими волонтерами будет проведена профилактическая беседа. Родители их будут поставлены в известность. Осуществление волонтерской деятельности, безусловно, будет проходить строго с соблюдением всех мер предосторожности. Такие профилактические рейды волонтеров оперативного штаба Улуса продолжатся вплоть до снятия режима самоизоляции в городе Покровске. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус.
Антинаркотический месячник стартовал в республике. Из-за коронавируса все мероприятия будут проводиться в дистанционной форме. Например, нуждающиеся лица могут получить консультации по вопросам лечения или реабилитации по номеру телефона, который вы сейчас видите на своих экранах. Мероприятия в рамках месячника также призваны способствовать приобщению детей и подростков к здоровому образу жизни. В программе месячника предусматривается проведение мероприятий по профилактике наркомании в социальных сетях, публикации и выступления в средствах массовой информации по вопросам профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, работа телефона доверия, горячей линии медицинских организаций. Кроме того, желающие могут получить телефонные консультации по вопросам лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей врачами, психиатрами, наркологами медицинских организаций республики. Жители Хандыги ждут цветения яблонь, которые растут в самом центре поселка на территории горно-геологического техникума. Из 20 саженцев, которые привезли летом 2014 года, вырос целый яблоневый сад. Подробности далее. Саженцы двухлетних яблонь из Якутского ботанического сада были посажены перед учебно-лабораторным корпусом и общежитием. Первые 3 куста зацвели в начале июня 2018 года, а уже в прошлом году все. За ними бережно ухаживает методист техникума Надежда Михайловна Баланова. Первые 3 года она их накрывала на зиму, засыпала снегом. Дважды в год подкармливала специальными удобрениями, а летом, в самые жаркие месяцы, поливала водой. У меня мечта была именно для людей, чтобы люди, которые не имеют возможности, как говорится, выехать куда-то. Я всегда мечтала выехать и посмотреть вот цветущие яблони, вишни. Это была моя мечта. Как говорится, вот я ее осуществила. И, естественно, хотела, чтобы люди тоже могли посмотреть на цветущую яблонь, понюхать запах яблони. Яблоня сибирская в сентябре дает обильный урожай. Плоды по размеру чуть больше боярышника, но по вкусу это настоящие яблоки. Удивительно, что выросли все-таки. Думали, что половина, конечно, плохо будет расти, но корнем заросло сразу первый год и стало расти. И вот такое чудо, что они растут и удивляет всю Хандыгу и работников техникума. Сейчас в Хандыге яблони уже растут на территории православной церкви, а также в частных подворьях. Но самые известные яблони по праву расположения на территории горно-геологического техникума. Совсем скоро это место снова станет одним из популярных мест. Зацветет яблоневый сад. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбовский район. Национальная библиотека республики провела 2-ю республиканскую сетевую акцию «Сила книги» в Общероссийский день библиотек. Выдающиеся люди республики, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание Якутии, прочитали отрывок из художественной литературы, посвященной Великой Победе. Масштабная акция «Сила книги» берет начало с прошлого года. В этом году в Национальной библиотеке Якутии чтецом выступил заслуженный врач России Петр Захаров. Вопросы задавали даже дети маленькие, вот это по голосу где-то лет 5 тоже задавала девочка вопрос. Я прочитал отрывок из повести военного журналиста Бориса Полевого, повесть о настоящем человеке. Эта повесть, конечно, меня очень, как так сказать, знаменательна тем, что это события происходили в Тверской области, именно в Подмосковье. И война была, конечно, очень тяжелая, суровая. И вот в Тверской области очень много наших якутян тоже принимали участие, многие погибли. Этот подвиг, наоборот, с каждым годом, мне кажется, вот, еще важнее становится, да, как памяти народа. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами, берегите себя, оставайтесь дома и не переключайтесь.